беседу. И до каким мы с вами будем работать, какие есть предложения? В принципе, я до ответа свободна. Так, час, полтора? Да, мы предлагаем на полтора часа до часу дня. Ну, если раньше закончим, раньше разойдемся, да? Так, хорошо. Значит, вы знаете, мы подготовили для вас слайды, которые, возможно, вам будут интересны по расходам бюджета на 2020 год. Полагаю, цифры эти будут для вас интересны. Давайте мы быстро посмотрим. Предлагаю, а потом перейдем к вопросам, да? Так, ну вот первый слайд мы подготовили, значит, наши общие расходы. И вы видите, мы начали с 2017 года. То есть вот расходы у нас 2017 года, первый столбик, затем второй столбик 2018 года на уровне 18 миллиардов 15 миллионов. Далее уточненный план на 2019 год 18 миллиардов 634. И вот вы видите, 2020 год, значит, наши расходы мы сокращаем до 16,5 миллиардов рублей. Так, значит, обратите внимание, что мешает? Камера мешает? Камера. Все будет на экран, и все будет вот так. Да. Значит, первоочередные обязательства. Первоочередные обязательства. По сравнению с 2017 годом наши первоочередные обязательства выросли довольно серьезно. Испытывать это начали мы уже в 2018 году. Значит, критически у нас был год 2019. Нынче мы немножко вот первоочередные обязательства сократили. Теперь посмотрим структуру первоочередных обязательств. Вот они, посмотрите. Большая часть, конечно же, уходит на фонд оплаты труда. Фонд оплаты труда – это муниципальные учреждения, школы, садики, школы искусств, спортивные школы, учреждения дополнительного образования, то есть все, что финансируется из бюджета. И далее вы видите, что значит, все остальные расходы, ну вот у нас чуть побольше расходы столбик выскакивает строительство дорог, все остальное, к сожалению, вот на таком вот у нас уровне. Это первоочередные расходы, то, что без всякого мы должны принять в исполнение. Далее, следующий слайд мы какой приготовили? Называется реализация ГЧП, да. Реализация ГЧП вызывается на много вопросов, решили показать. Значит, 2017 год 273 миллиона, потом 517 миллионов, в этом году мы платили 746 миллионов рублей. Следующий год у нас 619 миллионов рублей мы должны заплатить частному партнеру за те объекты, которые построены. Плюс к этому мы платим частному партнеру, следующий слайд, значит, вот арендную плату за пользование имуществом. То есть вы знаете, что в этом году многие объекты введены, остались у нас на следующий год только, по сути, один детский садик на 203-м микрорайоне, и, как мы его условно сейчас называем, ДК Гагарина, сейчас, конечно, уже не совсем ДК Гагарина, который откроется в начале апреля следующего года, и поэтому, значит, платежи на 2020 год по аренде этого имущества возрастают до 121,5 миллиона. Следующий слайд – строительство и ремонт дорог. Все в бюджете заложено. Все в бюджете заложено по дорогам. Все объекты на сегодняшний день к эксплуатации приняты, но не будут оплачены в полном объеме в связи с теми проблемами, которые обнаружены при приемке работ. Ну, вы знаете. Значит, в данном случае и наши собственные лабораторные исследования, которые мы проводим впервые с помощью Ростурнии, и независимая экспертиза, проведенная, значит, порталом ekd.ru совместно с Общероссийским народным фронтом и отделением, они сошлись в данном случае, поэтому эти вещи мы к оплате принимать не будем. Значит, следующий год у нас в том числе и переходящие объекты этого года, и новые 22 объекта, которые, значит, в принципе, я уже в прессе озвучивала. Муниципальный долг, следующий слайд. Обслуживание муниципального долга на 2020 год выросло, но это связано с наращиванием критической массы. Я ранее об этом говорила, что на 2020, 2021, 2022 годы приходится наибольшая часть по обслуживанию муниципального долга. Так, следующий слайд. Выкуп акций водоканала. Вы помните, в связи с тяжелым финансовым положением в прошлом году мы акции водоканала не выкупали, в этом году в плане 50 миллионов у нас стоит. Далее. Программные мероприятия.
программные мероприятия. К сожалению, вы видите, что в связи с ростом первоочередных расходов, если сравнить с 2017 годом, рост первоочередных расходов у нас плюс 1,5 миллиарда рублей, мы вынуждены сокращать программные мероприятия. В начале этого года, в конце прошлого года, прозвучала информация, что мы на 500 миллионов рублей сократили отрасль ЖКХ, но вместе с тем, когда почистили все заявки главных распорядителей бюджетных средств, которые поступили, мы поняли, что там были включены и разные мероприятия, которые были исполнены ранее. Поэтому фактически по ЖКХ у нас пошло плюсом небольшим, значит, к предыдущим периодам. Ну, в итоговой таблице этого пока не видно, поскольку, значит, там не все учтено, они по разным немножко растащенные программам. Но вы видите, что большая часть расходов следующих программных мероприятий у нас уходит на содержание учреждений. Это наши школы, садики, спортивные школы. Нет, вот уже стоим, да. Дальше, следующая часть наших программных мероприятий – это благоустройство ЖКХ, развитие информационного общества, развитие имущественного земельного комплекса, ну и так далее, по слайдам вы видите. Кому необходимо, потом эти слайды можете, значит, у нас получить. Так, следующее. Профилактика правонарушений, к сожалению, тоже у нас уменьшается. Что с этим делать, я чуть позже расскажу, когда мы с вами коснемся наших задач на 2020 год по выполнению доходности, увеличению, значит, субсидий, которые будут перечисляться. Так, ну, развитие имущественного земельного комплекса тоже, к сожалению, финансирование падает. Вы видите, и с чем это связано, вы понимаете. Но следующий слайд вам покажет, что мы неизменно увеличиваем расходы на социальную политику. Да, в соответствии со 131 федеральным законом муниципалитеты не обязаны заниматься вопросами социальной защиты, социальной поддержки, оказания социальной помощи и так далее. Но, видя, в каком бедственном положении находятся некоторые из наших горожан, мы все-таки считаем, что социальную политику мы должны поддерживать за счет собственных доходов. В том числе мы с вами говорим о поддержке социального такси, мы говорим о поддержке социальных услуг, мы говорим о поддержке, значит, части проезда по транспорту. И вы знаете, с 1 января 2020 года все дети из малообеспеченных семей будут пользоваться муниципальным общественным транспортом, не только муниципальным общественным транспортом в городе Иркутске бесплатно, поэтому в этой связи есть увеличение. По предпринимательству. Значит, вы видите, что в параметрах ко второму чтению, вот цифры у нас вот такие вот печальные, но, значит, когда мы окончательно добьемся все-таки возмещения выпадающих доходов города Иркутска в 2020 году, то, безусловно, мы эти цифры поднимем до уровня 2019 года. Это мое обещание, я его сдержу, но другой разговор, что мне все-таки нужно добиться возмещения выпадающих доходов. Чуть подробнее я об этом позже расскажу. Сельское хозяйство. И раньше было мало, сейчас и вовсе ничего. Но вчера мы проводили встречу с заместителем министра сельского хозяйства. И, в принципе, постепенно позиция Министерства сельского хозяйства по отношению к сельхозтоваропроизводителям, проживающим на территории городского округа города Иркутск, меняется. Поэтому здесь часть пойдет на возмещение за счет средств Министерства сельского хозяйства. Поэтому, в принципе, мы надеемся на то, что не будет в конечном виде такого печального падения. Так, следующая табличка у нас народный бюджет. Сейчас предусмотрено в народном бюджете 13 миллионов 500 тысяч рублей. Некоторые депутаты предлагают во втором чтении эту цифру снять, но я считаю, что это не совсем правильно, поскольку поступило уже 125 заявок от жителей города Иркутска, причем это не просто жители города Иркутска, это определенные группы, значит, скажем так, самых активных граждан. Я считаю, что их необходимо поддерживать. Почему настолько цифра упала, я объясню, поскольку есть поддержка из, значит, программы поддержки местных инициатив, которая идет через Министерство финансов Республики Саха-Якутия. Работает этот инструмент начал с прошлого года, поэтому здесь, в принципе, мы часть заявок перенаправим на ту программу поддержки местных инициатив, поэтому в целом инициатива будет поддержана даже в большем объеме, чем в предыдущие годы. Далее. Как вложения, это последний слайд, капитальные вложения, но вы видите, что здесь мы практически ничего уже не закладываем на капитальные вложения, и это печально. Значит,
Но, опять же, причины, по которым мы вынуждены это сделать, вы на предыдущих слайдах увидели. Вот вкратце то, что мы бы хотели сказать, ну, в том числе о состоянию расходов нашего бюджета. Доходная часть в 2019 году, она у нас выросла на 6%. Ну, я думаю, что рост этот, он, конечно, в рамках, наверное, общей инфляции. Он совпадает с этими цифрами, поэтому нельзя сказать, что это чей-то успех или чье-то достижение. Это такой рост предсказуемый в связи с общим ростом там, и повышением цен и прочие вещи. Ну вот, в общем, ну, пожалуй, может быть, еще на 3 проблемах, которые мы видим для себя вот, в качестве решения в 2020 году. Ну, во-первых, значит, из года в год недостаточно перечисляется субвенции городу Якутску на исполнение отдельных полномочий. Вы знаете, что в соответствии со 131 федеральным законом у города Якутска ну, порядка 40 полномочий, которые должен исполнять сам муниципалитет. Это наши прямые обязанности. Более того, порядка еще 40 полномочий передаются всем муниципалитетам сверху, то есть с республиканского уровня до уровня муниципалитета. И вот здесь у нас есть проблема. Значит, мы получили таблицу по второму чтению республиканского бюджета, и то, что мы там увидели, оно, конечно, на данный момент представляет собой довольно печальную картину. Тогда, например, вот мы смотрим, субвенция по переданным полномочиям на реализацию государственного стандарта школьного образования. Минус 1 226 000 000. То есть сократили городу 1 226 000 000 рублей и 737 тысяч на реализацию госстандарта школьного образования. 217, почти 218 миллионов нам сократили на реализацию госстандарта дошкольного образования. Ну и порядка тоже вот из крупных сумм 201 миллион 806 тысяч нам сократили субвенцию на обеспечение жильем детей-сирот. Как из федерального бюджета, так и из государственного бюджета. В общем, сокращение субвенций городу Якутску по переданным государственным полномочиям составило 1 миллион 659 тысяч. 1 миллиард 659 миллионов, простите. Более 1,5 миллиарда рублей городу Якутску сократили. Значит, но нам говорят о том, что при уточнении бюджета эти суммы нам будут восстанавливать. Но, конечно, как главу города меня это на сегодняшний день довольно серьезно беспокоит. Ну и в том числе, вы знаете, в связи с имеющейся проблемой по вступлению в силу закона о гуманном обращении с безнадзорными животными с 1 января 2020 года. Но я думаю, вы спросите, я на этот вопрос еще вам отвечу. Вторая проблема – это выпадающие доходы. Ну, кстати, если говорить о недофинансировании города Якутска, то, возможно, вы прочитали, что прокуратура города Якутска дала нам разъяснение на наш запрос о том, что действительно прочие работники дошкольных учреждений должны финансироваться из республиканского бюджета. То, о чем мы говорили на протяжении 2019 года всего, и летом нас даже обвинили в том, что мы в строчке бюджета забыли зарплату. Нет, не так, не забыли. Вот. Ну и прокуратура республики дала соответствующее разъяснение, и в постановлении правительства республики будут вноситься изменения. Сейчас задача нашего правового департамента финансово-экономического блока, чтобы эти изменения вступили в силу с 1 января 2020 года, а не с 1 сентября 2020 года, поскольку вот эти выпадающие доходы тоже очень серьезная часть. Следующее, о чем мы говорим, это нормативы. Ну, тоже, я думаю, этот вопрос, полагаю, кто-то задаст, но я вам позже. Ну и еще, кроме всего прочего, получили мы также разъяснение прокуратуры республики по мероприятиям по ликвидации последствий аварий и чрезвычайных ситуаций в многоквартирных домах. Также подтверждена позиция окружной администрации, что данные виды работ должны финансироваться из регионального фонда капитального ремонта. Ну, вы знаете, недавно в одном из домов на площади Ленина обвалилось перекрытие, значит, межэтажное перекрытие. Так вот эти работы должны проводиться за счет фонда капитального ремонта республики. Порядок установлен, сейчас, я думаю, они
все это в соответствие приведут. Ну и по выпадающим доходам по УСН вы знаете, что бюджет города Якутска, так же как и бюджет республики, принимается на трехлетний период. В декабре прошлого года мы приняли бюджет на 3 года, но в марте этого года Государственное собрание ИЛТУМЭК принимает решение о понижении ставки УСН для субъектов малого и среднего бизнеса. Безусловно, мы эту меру поддерживаем, она правильная, субъектам малого и среднего бизнеса поддержка нужна, но в соответствии с теми документами, которые есть нормативно-правовыми актами вот, в бюджетной сфере, говорится о том, что если решение вышестоящего органа принято решение, уменьшающее доходы нижестоящего бюджета, то эти выпадающие доходы должны быть компенсированы. Но заковыка состоит в том, что компенсирование должны быть в том году, когда принято решение. То есть ИЛТУМЭК принял решение в 2019 году, значит, за 2019 год нам компенсируют. Но это существующие документы не принимают во внимание того, что бюджеты теперь принимаются трехлетние. И мы теперь ставим вопрос о том, чтобы городу Якутску компенсировали выпадающие доходы на 2020 и 2021 год. Суммы довольно серьезные. Значит, по итогам 2019 года это 280 миллионов, 282, по-моему, миллиона. По итогам 2020 года это еще где-то порядка 300 миллионов и так далее. Вот. Поэтому вот это наша задача тоже еще одна на 2020 год. Но в качестве вводной так готова ответить на ваши вопросы. Коллеги, я хочу напомнить, что наша пресс-конференция также проводится в прямом эфире. Я прошу задавать вопросы в микрофон. У нас 2 микрофона здесь в зале. Пожалуйста, руки поднимайте, вам передадут. Здравствуйте, всех с наступающим Новым годом. Информационное агентство Якутия Медиа, меня зовут Алена Подковырова. У меня вот такой вопрос. Какими главными событиями запомнится уходящий год для города Якутска, на ваш взгляд? Спасибо. Ну, я думаю, что главное событие для города Якутска уходящего года, конечно, это вхождение города Якутска в федеральную программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это рывок, который мы совершили в этом году, не без сложностей, готова ответить почему и как, но тем не менее я думаю, что 25 с лишним километров дорог, практически 26, это довольно хороший объем за последний год. Я должна сказать, что, конечно, наличие общественного контроля, наличие контроля со стороны ОНФ, наличие контроля со стороны горожан и впервые введенный лабораторный контроль и анализ позволили более качественно провести работу. Но вместе с тем, конечно, и мы договорились и с тем же ОНФ и общественной комиссией о том, что весной мы пройдем еще раз по всем объектам и посмотрим еще раз. Ну, вы знаете, гарантийный срок мы сейчас установили довольно долгий, от 4 до 8 лет, как по основаниям, так и по верхним покрытиям, поэтому в рамках гарантийных обязательств подрядчики должны будут некачественные работы устранять, если таковые будут обнаружены. Поэтому здесь я большой опасности не вижу. 19 объектов, в том числе мостовые переходы, ну, это как бы серьезно. Мы должны были сделать этот рывок для того, чтобы застолбиться в федеральной программе. Понятно, что в последующие годы, если мы заявили меньший объем в первый раз и потом, они там равномерно распределяют просто, мы не могли бы уже претендовать на какие-то серьезные суммы. Следующий 2020 год тоже мы планируем 22 объекта. Перечень объектов вы в средствах массовой информации видели. Новелла заключается в том, что, и спасибо руководству республики, лично Александру Сергеевичу, 60 миллионов рублей нам выделяют дополнительно на проектирование объектов уличной дорожной сети, которые будут подвержены ремонту, капитальному ремонту, строительству уже в 2021 году. То есть для нас принципиально важно сейчас идти с опережающим проектированием и получением экспертизы, потому что из-за этого мы как раз в этом году и застряли очень серьезно. Создали трудности и себе, и другим, как говорится, потом их героически преодолевали. Но вместе с тем очень правильно приняты решения моим заместителем Василием Васильевичем Гоголевым еще в начале, когда мы планировали, относительно укрупнения лотов на 9 крупных лотов, позволили зайти на работы опытным подрядчикам с техникой, и только они смогли эти объемы выполнить. Потому что если бы пошло, как обычно,
по всем там этим 19 улицам, 19 подрядчиков, мы бы до сих пор, наверное, там, я не знаю, уже повесили бы кого-нибудь. Вот, поэтому это первое. Второе, это начало реализации первого этапа программы переселения. Это тоже очень серьезно. Вы знаете, беспрецедентно огромное количество ветхого аварийного жилья в городе Якутске. Значит, на сегодняшний день это 1000 домов. Вообще, по факту, как говорят специалисты, эксперты, 50% домов на сегодняшний день в городе Якутске всех являются ветхими и, значит, большая часть даже аварийными. И беда заключается еще и в том, что у нас совершенно на протяжении последних десятилетий нет никакого мониторинга состояния вечной мерзлоты. И в конце марта, в начале апреля мы с учеными договорились о том, что мы будем проводить научно-практическую конференцию, посвященную вот вопросам как раз состояния вечной мерзлоты на территории городского округа города Якутск, поскольку это очень серьезная проблема. Следующее я бы хотела сказать, что, конечно, еще одним событием довольно серьезным, кроме вот и переселения, это является у нас ввод в эксплуатацию новых объектов. Мы сколь угодно долго можем обмениваться мнениями по ГЧП, по цене, по целесообразности, но эти объекты есть, детишки в них учатся, объекты не самые плохие, принимали не без вопросов и не без проблем. Последние заключения санитарно-эпидемиологически получаем вот буквально вот на днях, но тем не менее объекты эти есть, и поэтому 4 школы, 4 детских сада, детская школа искусств, смарт-библиотека, значит, 35-я школа, которая построена на средства республиканского бюджета. В Магане, значит, вот в октябре, в ноябре месяце открыли Дом культуры «Ритм». Готовимся вот сейчас открывать Дом культуры в Табаге, тоже хорошо. Плюс к этому мы смогли довольно хорошо поработать, ну, как сказать-то, временным приведением в соответствие наших остальных дорог. Да, это галлегирование, да, это отсыпка, да, это всего лишь ямочный ремонт. Но тем не менее мы смогли это сделать, и в первую очередь мы уделяли внимание пригородным территориям, поскольку там уже как бы ситуация начала выходить вот прям совершенно из состояния там, не то что нормативного, а нормального. Мы довольно серьезно нынче поработали с уличным освещением. Сергеевское шоссе, Хатасы, в сторону Магана, в самом Магане, то есть, ну, перечислять можно. Я бы хотела сказать, что мы довольно серьезную работу нынче провели по инфраструктуре для земельных участков для многодетных семей. Да, это не совсем то, что бы они хотели получить сразу и сейчас, но вместе с тем мы говорим о том, что к микрорайону Северный мы подводим дорогу, мы организовываем там мост. Мы говорим о том, что мы там начали, в этом микрорайоне Северном, мы начали электрификацию, начали газификацию. В газификации возникли небольшие проблемы, но тем не менее работа эта будет завершена. С места мы это дело сдвинули. Мы также по участкам для многодетных, которые были выданы в Хатасах многодетными, в Пельдямцах началась электрификация, в Хатасах началась газификация. И это тоже, я думаю, что на самом деле для людей, которые имеют там участки, мы говорим о многодетных семьях, это тоже довольно серьезно. Ну и опять же, если мы говорим о социальной направляющей, снижение стоимости проезда, введение единого пригородного тарифа для тех же жителей Кангаласов, как бы экономия ощутимая. Да, пострадали немножко Хатасы. Но Хатасам мы компенсировали это и освещением, и подъездными путями, и в следующем году мы это продолжим, потому что если где-то они потеряли, должны где-то и приобрести. И если вы видели план капитального ремонта и строительства уличной дорожной сети на 2020 год, то, вероятно, вы обратили внимание, что там есть несколько объектов, во-первых, пригородных, во-вторых, подъездных путей к кварталам для земельных участков, которые в свое время были выделены для многодетных семей. Мы говорим о том, что мы впервые разработали схему газоснабжения пока высокого давления, и к середине 2020 года мы должны будем завершить схему низкого газопровода. И это даст возможность со второй половины 2020 года хотя бы выдавать технические условия на присоединение.
Вообще, я сейчас поставила перед своими заместителями задачу приступить к реализации проекта о создании единого оператора на территории города Якутска по техническому присоединению и заключению договоров. Потому что на сегодняшний день очень много жалоб от застройщиков в отношении ресурсников. Первые шаги по электронному взаимодействию мы сделали, но надо продвигаться дальше. Есть очень положительный опыт в других регионах Российской Федерации, поэтому вполне себе можно. Понятно, что тягаться и сравнивать себя с Московской областью может быть не совсем корректно, но они смогли сэкономить инвесторам более 2 миллиардов рублей только за первый год работы подобного ресурсного центра. Если мы сможем сэкономить инвесторам хотя бы сотни миллионов рублей, мы будем считать, что это прекрасная задача, и это помощь, и наш вклад в улучшение инвестиционного климата. Мы сейчас запустили на мониторинг 18 административных регламентов положений, которые действуют на территории города Якутска, для того, чтобы посмотреть, что нам мешает развитию нашего инвестиционного климата. Действительно, идет сокращение выдачи разрешений на строительство на территории города Якутска, но я полагаю, это связано не столько и не сколько, может быть, с административными препонами, сколько и с теми нововведениями, которые есть в строительной политике, которые вступили летом этого года. Можно говорить много, конечно, работы много проделано. Я хотел уточнить по поводу дорог. Вы сказали, что дороги были приняты, но не оплачены, имеете в виду, не оплачены частично, да, или вообще полностью не оплачены и... Не оплачены частично. А можно уточнить суммы и подрядчиков? Покажи мне, пожалуйста, эталон какой. И если не оплачены, то при каких условиях подрядчики могут получить свои деньги? Так, есть такая система эталон, в которой забиваются все данные по исполнению федеральной программы. На сегодняшний день укладка асфальтобетона и других типов покрытия, она 100%. То есть по покрытиям мы все объекты приняли. По освоению средств у нас на сегодняшний день идет 70 с небольшим процентов. На днях еще это неделя еще у нас есть, мы немножко догоним, но там не останется. Останутся у нас вопросы по Дорису. Нет у нас пока понимания общего по сметной стоимости работ, потому что там дополнительные работы пошли. Да? Мы сейчас ждем экспертизу, государственную экспертизу, чтобы она установила цены. Там у них мы считаем, что расценки немножко завышены. Вот это подвисло. И, вы знаете, проблемы, которые возникли на стыке улиц Ларионова и Сорона-Молана, вот этот объект подвис. И, по-моему, Чайковского, там, где у нас волнами пошло, вот этот участок тоже не принят. Можно принять, условно говоря, не выплатить или вообще выплатить потом? Как это происходит? Выплатить можно в следующем году, когда они нормально произведут работы, когда эти работы будут. То есть после формы весеннего проекта? Прошел целый технический совет. Я не дорожник, предположим, кто-то еще, финансисты тоже не дорожники. Поэтому собирается технический совет, в который входят представители Росдорнии, Якут-Пенис, который занимался лабораторными исследованиями, специалисты автодорожного института, факультет, наши специалисты, и коллегиально решают, как быть с этими, с теми или иными дорогами. Составляют под протокол, и под протокол это решение принимается. Термины цели не вернутся обратно в бюджет или не освоены средства? Но здесь, безусловно, возврат определенный будет средств, потому что мы не стремимся 100% все это освоить. Я вообще считаю, что это довольно пагубная практика, когда нам выделяют деньги, и мы зажмурив глаза 31 декабря должны все эти деньги перечислить, объекты принять. Я считаю, что это неправильно. Небольшое неосвоение будет. Спросите меня в конце недели. Хорошо? Задал вам временно такой вопрос, даже несколько будет. Вот в этом году муниципалитет добился выделения земель из федерального лесного фонда в пользу многодетных семей. Это, конечно, хорошо, но вопрос, как эти участки будут обеспечены коммуникацией. Второе. Проблема бесхозных газовых сетей в городе как будет решаться, и кроме этого, как будет решаться
дальнейшее развитие их, поскольку к нам, например, в редакцию обращались жители пригорода, а у них нет возможности подключиться к газу, поскольку те трубы, которые там проложены, у них ресурс уже подключения исчерпан, то есть больше к ним подключить не могут, давления там не хватит и прочее. И вопрос по муниципальном транспорте, когда вы только вступили в должность мэра, мы говорили о том, что деятельность авто вас полностью не устраивает в таком виде, который она есть. И было бы лучше для города, если бы городской транспорт стал полностью муниципальным. В следующем году будет что-то для этого делаться или будет просто совершенствоваться работа Союзавто? Спасибо. По земельным участкам, которые планируется выдать вот в связи с принятым правительством Российской Федерации решением о переводе земель, но там будет несколько этапов, они сначала перейдут в эти земли, потом назначение поменяется, потом будут как садово-огороднические. По инфраструктуре действительно там проблема. И вообще мы бы не хотели выдавать эти земельные участки до тех пор, пока мы не распланируем инфраструктуру. Потому что хаотичное выделение, оно несет, неплановую застройку и отсутствие там общественных пространств, и коммуникаций, конечно, в первую очередь. Поэтому на сегодняшний день мы хотим, во-первых, заказать проектирование инфраструктуры всей вот этих земельных участков, затем постараться войти в одну из федеральных программ. И здесь, я обратилась с просьбой к Федоту Семеновичу Тумусову, чтобы он продолжил эту работу вместе с нами. Создаем некий такой виртуальный проектный офис, в соответствии с которым будем смотреть, из какой программы мы можем получить средства на создание инфраструктуры. Потому что понятно, что у самого города Якутска на это денег нет. Город Якутск в этом году, когда, это как шкура полуубитого медведя, да? Когда мы получим из республики деньги, которые нам полагаются на зарплаты прочих работников детских и дошкольных учреждений, это тоже порядка 300 миллионов рублей, 210 миллионов рублей мы направим на снос и переселение первых домов 17-го квартала. Да, это, наверное, будут 3-4 дома, но я полагаю, что мы должны сделать первый шаг в этом году. Потому что жители 17-го квартала потеряли уже всякую надежду и веру в то, что это может начаться. Нам необходимо начать. И затем есть определенные планы, и мы обсуждали это и с Алексеем Сергеевичем, что когда мы покажем жизнеспособность нашей программы и как мы будем ее реализовывать, мы сможем войти в диалог, например, с тем же Домом РФ для того, чтобы получить какое-то финансирование для города Якутска. Дальше вопрос по бесхозяйным сетям. Вообще, в самом начале моей работы я сразу получила предостережение от заместителя генерального прокурора Российской Федерации, который приезжал сюда, Ткачева, о том, что в случае, если я не разберусь с бесхозяйными сетями, коих у нас было более 9 тысяч объектов, то вплоть до уголовной ответственности, поскольку это угрожает прежде всего стабильной жизнедеятельности города Якутска, безопасной жизнедеятельности. Более 9 тысяч объектов. В этом году 900 объектов мы паспортизировали, оформили на них все документы и передаем ресурсоснабжающим организациям. Но вы понимаете, что с такими темпами и с такими деньгами я еще 10 лет должна буду это делать. Поэтому нам, конечно, безусловно, надо ускоряться. Бесхозяйные сети – это бич нашего города вместе с объектами самовольного строительства. По объектам самовольного строительства, нецелевого использования земельных участков и так далее, мы в 3 раза увеличили объем проверок, предписаний и так далее. Я надеюсь, что начиная с следующего года мы определенные результаты увидим. В этом году мы снесли 11 самовольных объектов, но, конечно, недостаточно, поскольку в реестре у нас их порядка 300 уже, построенных в более раннее время. Что касается сетей газоснабжения, я сказала о том, что действительно Сахатранснефтегаз до недавнего времени и сейчас продолжает всем отказывать на присоединение к сетям газоснабжения, ссылаясь на отсутствие пропускной способности. Они не могут ее рассчитать, поскольку нет схемы. И я сказала о том, что мы наконец-то разработали в этом году схему газоснабжения. Пока высокого, и до середины следующего года мы разработаем схему низкого газоснабжения. Были парламентские слушания в Государственном собрании МКМ, на которых почему-то хотели предложить городу Якутску заняться реконструкцией газопровода низкого давления
Но я, конечно, выразила искреннее изумление, почему муниципалитет должен, по сути, строить сети, с которых потом ресурсоснабжающая организация будет получать и извлекать прибыль. Я считаю это невозможным. И поэтому наш вклад должен быть в разработке схем, на которых, основываясь на которых далее ресурсоснабжающая организация может построить свою инвестиционную программу. И муниципальный транспорт. Позиция остается неизменной. Все-таки я считаю, что постепенно мы должны переводить все на муниципальные рейсы. Вместе с тем, конечно, те субъекты малого и среднего бизнеса, которые работают сейчас на автобусных маршрутах, они готовы к взаимодействию. Я считаю, что они жизнеспособны при приведении графика движения, содержания автобусов, оказания услуг на должном уровне. Но, видимо, мы будем их переводить сейчас не на контракты, не на договоры, как они сидят с окружной администрацией напрямую, а постепенно их переводить на договоры с ИПАК. Чтобы они, диспетчеризация, все обслуживание проходило под крылом ИПАК. Вы помните, договоры заключены в начале сентября 2018 года сроком на 5 лет. Несколько маршрутов у нас уже имеют серьезные нарекания, которые позволяют расторгнуть с ними на сегодняшний день договоры. По итогам 2019 года ГИБДД внесет окончательное мне представление. И по условиям договора, заключенного с перевозчиками, наличие более трех транспортных, по-моему, происшествий, дорожно-транспортных происшествий, и с наличием пострадавших уже автоматически влечет к расторжению договора. Но вместе с тем мы должны понимать, что структура какая. Есть Союзавто, есть, некая ООО, которая заключила с Союзавто договор, и эта ООО объединяет в себе еще несколько ИПшников, которые работают на маршрутах. Поэтому, когда будет расторгнут договор с ООО, это не означает, что ИПшники останутся без работы, они могут перейти под ИПАК. Закончена проверка контрольной счетной палаты муниципального унитарного предприятия ИПАК. Я пока еще толком эти результаты не рассмотрела, первые выводы, конечно, есть. Я считаю, что зря наше муниципальное предприятие заходит в межулусные перевозки до Покровска, например, или еще до куда-то. Это невыгодно для муниципального предприятия, поэтому совместно с Министерством транспорта этот вопрос будем решать. Также и перевозка до Житая также является межмуниципальной услугой, и она должна соответствующим образом субсидироваться из республиканского бюджета. Этот вопрос мы тоже будем ставить. Но из Житая мы тоже уйти не можем, потому что кто будет из Житая людей в город возить и обратно, поэтому здесь с новым главой городского округа Житай мы предварительно договорились эти вопросы обсудить. То есть международные перевозки в планах вообще перевести на республиканскую? Министерство транспорта должно заниматься организацией межулусных перевозок. Не должен городской автотранспорт ездить в Покровск и дальше, куда они там с головок ездят. Не должен, не обязан. Либо же простите за тавтологию, либо эти перевозки должны субсидироваться в надлежащем порядке. У нас в городе автобусов не хватает, а мы их гоняем на междуусные. Сергей Сумченко, это Экопост. Ротана Владимировна, с наступающим вас. Я думаю, коллеги согласятся, что без вас наша жизнь в этом году не была бы такой интересной и насыщенной. У меня два вопроса. Косвенно он касается собак. То, что вы попытались или будете дальше пытаться передать полномочия, вернуть полномочия республики из-за недофинансирования. Но, как вы сказали, это не единственное госполномочие, переданное из республики, которое не было в должной мере профинансировано. Возможно ли, что мэрия Якутска поставит вопрос о передаче полномочий, в том числе по школьному, дошкольному образованию? И второй вопрос. В октябре прошлого года вы заявили, что больше не будет никаких поблажек по поводу нарушений строительных норм, да, а в июне подписали мировое соглашение с компанией, как Дзержинская 27 Якутпромстрой, да. Что-то изменилось в вашем понимании? Так, по переданным госполномочиям, по собакам. По собакам ситуация какая? Там очень критично на самом деле. По предварительным расчетам, с которыми, безусловно, департамент ветеринарии может и поспорить, и пересчитать, и так далее,
Стоимость этих работ по гуманному обращению с безнадзорными животными на 2020 год нами рассчитана как 230 миллионов рублей. 230 миллионов рублей, тогда как они нам тут передают, значит, сколько? 7 миллионов 620 тысяч рублей и ни в чем себе не отказывали. Да? При этом мы должны обеспечить полный комплекс мероприятий, предусмотренный новым законом. Это, значит, отлов, затем вакцинация, стерилизация, вакцинация и выпуск в естественную среду обитания. Из расчета они считают, по-моему, 2500 собак, тогда как у нас в городе Якутске бродячих животных более 10 тысяч. Более 10 тысяч. Значит, сама процедура стерилизации – это полостная операция, после которой животное должно 10 дней находиться под наблюдением, соответственно, бандаж, перевязочный и все такое в полной мере. Питание 10 дней, агрессивные животные в естественную среду обитания в город Якутск они выпускаться не должны содержаться пожизненно. Значит, как вариант предлагают нам наш пункт передержки переименовать в приют и, собственно, на базе его начинать работать. Но там всего у нас порядка 120 мест, и они переполнены. К сожалению, мы это исполнить не можем. Полемика продолжается. Это не так, чтобы я там резко сделала заявление, вот я отказываюсь, я больше не хочу. Нет, не так. Значит, практически год мы обращаемся по этому поводу письменно, устно, и вербально и невербально в правительство республики для того, чтобы они этот вопрос решили, поскольку о том, что наступит 1 января, было известно как минимум 1 января прошлого года, и новый федеральный закон, конечно, он не очень хорошо продуман. Но ситуация... Я хочу привлечь внимание правительства республики к ситуации, что она напрямую угрожает здоровью, жизни и безопасности горожан. Поэтому этот вопрос я ставлю во главу угла. На ближайшей сессии Якутской городской думы этот вопрос не будет рассмотрен в связи с тем, что нет положительного заключения прокуратуры. Нет положительного заключения прокуратуры, потому что пока не приняты документы, нормативные акты на уровне республики. То есть два постановления правительства должно быть принято на уровне республики, на основании которых прокуратура должна дать оценку и уже начать, значит, свое прокурорское реагирование. Пока документов нет, реагировать они не могут. Поэтому полемика сейчас идет в плане того, что данных денег недостаточно. Безусловно, в сложившейся ситуации с 1 января 2020 года в рамках существующих, значит, соглашений и переданных полномочий мы будем исполнять эти обязанности. Мы будем исполнять эти обязанности по возможности добросовестно и правильно до тех пор, пока не закончатся эти деньги. А деньги эти закончатся быстро. И когда эти деньги закончатся, этот вопрос станет заново. И вместе с тем, значит, как только будут приняты соответствующие постановления правительства, мы снова будем обращаться к прокуратуре республики, потому что этот вопрос надо урегулировать. И когда мне говорят, что ну передайте там зоозащитникам, безусловно, я могу передать это зоозащитникам. И может быть даже они, бедолаги, в надежде, желании помочь, эти полномочия на себя примут. Да? Но, ну как, не полномочия примут, а будут работать, но не смогут они за эти деньги содержать. Ну не смогут. Если в законе прописано, что это обязанность государства, значит это обязанность государства. Вот такая позиция. То есть вопрос идет о деньгах. По Якутпром... По другим полномочиям, прошу прощения. У вас же недофинансируется школьное образование, дошкольное и так далее. Да, но здесь мы реально понимаем, что как бы, речь же идет о довольно серьезном массиве, это дети, это детские сады, поэтому здесь как бы мы занимаем взвешенную позицию, и поскольку нам говорят о том, что при первом же уточнении бюджета субвенции будут доведены в полном объеме до города Якутска, нет пока оснований для паники, в крайнем случае до конца первого квартала 2020 года, поэтому этот вопрос пока отложен. Тем не менее, всем министерствам, которые курируют соответствующие полномочия, письма счастья мы разослали о том, что предусмотренных в бюджете средств недостаточно для исполнения функций. Но если вы знаете, то это, например, функции по полномочия по опеке, попечительству,
по попечительству совершеннолетних дееспособных граждан, работа административных комиссий, комиссий по делам несовершеннолетних. Это все переданные сверху полномочия. И на всех стоит минус, абсолютный минус. Но будем работать дальше. Поскольку с 1 января все-таки требования ужесточаются, у нас на сегодняшний день практически каждый глава округа или пригорода имеет по несколько административных штрафов за укусы. Хотя на самом деле я ребятам говорю, ребята, мы в соответствии со 131 федеральным законом о местном самоуправлении, есть такой закон, который является уставом, Библией, настольной книгой каждого руководителя муниципального образования. В соответствии с этим 131 федеральным законом переданные государственные полномочия должны в полном объеме обеспечиваться финансированием. И если этого финансирования нет, муниципалитет вправе по определенной процедуре от этих полномочий отказаться. Но по школам и по детским садам пока нет. Пока ждем, я надеюсь, что детей, школьников, детсадовцев, их так не бросят, как их несчастных животных. По застройщикам. Якутпромстройматериалы история очень-очень давняя, начатая давным-давно. Объект стоит. Объект полностью построен. На объект есть соответствующие экспертизы и прочие вещи. Да? Но поскольку Михаил Михайлович Меликянов обратился с заявлением на меня в Следственный комитет, сейчас будет проводиться проверка. Если вам интересно получить более подробные данные по Якутпромстройматериалам, можете подойти, мы вам все покажем, все расскажем. Американов каким образом обратился? Что он там? Он считает, что незаконно, я подписала мировое соглашение, обратилась в суд для того, чтобы узаконить незаконное строительство Якутпромстройматериалов. Но у него с промстройматериалами давние взаимоотношения, поскольку они получили его недостроенный объект, по-моему, там где-то на Каландрашвили, вот, и поэтому, очень хорошо, пусть проверят. Позиция неизменна. С Короленко 25 история все еще тянется. Последний раз он принес на заявление на отклонение от предельных параметров от ненадлежащего заявителя. Не знаю, есть ощущение, что он нарочно все тянет, хотя ему объясняют неоднократно. Тем не менее, вы знаете, что прошлой осенью мы тепло и электричество мы туда подали, поэтому люди, в принципе, живут, они ничем не определены, кроме того, что пока не могут оформить документы на право собственности. Но здесь все процедуры должны быть соблюдены, и мы ждем, что еще после отклонения от предельных параметров они должны будут пройти согласование, процедуру с органами пожарного надзора по 17 этажу. Там как будет непонятно. Ты даже закрыть тему, просто Петросяновский дом, что там на какой стадии? Петросяновский дом, суды, суд уже перешел в последнюю инстанцию. Я не помню, какого числа будет рассмотрение. Рассмотрят, как рассмотрят, так решат. Возвращаясь к вашим слайдам, мы видели, что частному партнеру, который строил 12 социальных объектов, в этом году мы выплатили более 700 миллионов рублей, в следующем году с учетом аренды еще 700 миллионов рублей. Миллиард 400 за 2 года только. И на эти деньги можно было построить 5-6 детских садиков небольших на 220-250 мест. Вот сколько еще лет мы будем выплачивать такие суммы? Мы будем это выплачивать. У меня срок полномочий закончится, город Якутск будет продолжать выплачивать эти субсидии, к сожалению. Но я говорю, вопрос с одной стороны спорный, конечно, с другой стороны, но соглашение подписано, и муниципалитет обязан их исполнять. Еще там в числе первоочередных трат предусмотрены средства на выкуп акций водоканала. Что городу даст пакет акций водоканала? Практически польза будет, влияние на тариф, управление, про дивиденды я не спрашиваю. Вы понимаете, что это не будет контрольным пакетом, который позволит каким-то образом влиять на деятельность. Даже имея 49% в якутских госсетях, мы не можем принять никаких решений. Это ни о чем. Надо иметь всегда 51% для того, чтобы реально влиять на деятельность предприятия. Но нужно сказать, что из инвестиционной программы водоканала исключено мероприятие по водоснабжению Мархи и Магана.
Мархи и Магана, и мы надеемся, что значит, если финансовое состояние водоканала деньгами города Якутска будет немножко улучшено, то все-таки они вернутся в инвестпрограмме, вернут в инвестпрограмму водоснабжение Мархи и Магана. Здравствуйте. Саша Александрова, вместе у меня несколько вопросов. По самозахваченной земле вы упомянули. Как решается вопрос по Красильникова, как там было, 4/3, по-моему, да? Сейчас на каком этапе, как это скажется? Ну, вы говорите, что будете эти дома сносить, что ожидает людей, которые там проживают. Второй вопрос также по Можайского. 7-6 корпус? Нет, да, 6-7 корпус. Эти люди получили уведомление, должны будут освободить помещение в мае 2020 года. Будет ли им какая-либо компенсация, что с ними будет? Вот. И третий вопрос по поводу земельных махинаций. Наше издание неоднократно писало об этом. И вот садик на Пионерской функционирует, не функционирует, как там дети ходят в этот садик. Спасибо. Так, по Красильникова, значит, мы с жильцами неоднократно встречались и, значит, объяснили им их права, что по существующей практике они имеют право зарегистрировать права собственности на те квартиры, которые они приобрели, и если они все вместе подадут заявление, и каждый свою квартиру признает, значит, своей собственностью, в дальнейшем они могут их объединить, но, в общем, всю эту процедуру мы им объяснили. Объяснили и объясняли жильцам неоднократно. Вместе с тем, ну, я не знаю, или не до конца не выплатили, может быть, свои доли, либо же они, ну, просто считают, что не стоит на это тратить время, и застройщик сделает за них все сам. Тем не менее, значит, в суды обращается застройщик. И судами несколько раз было отказано в связи с тем, что, значит, застройщик не может эти помещения на себя зарегистрировать, но суды там продолжаются. Надо сказать, что там же целый комплекс зданий, и Красильникова 4, и 4/1, и 2, 3, там до 5 уже дошло, и по каждому объекту своя проблема. У кого-то земля есть, но срок истек, у кого-то земля есть, срок не истек, у кого-то земли не было, у кого-то назначение другое, под каким-то домом половинка земли есть, половинки земли нет, поэтому говорить вот так в целом про Красильникова, давайте я скажу, что мы в судебном процессе. Мы в судебном процессе. По домам, которые заселены, нет никакого особого желания их сносить, тем более есть заключение строительной экспертизы о том, что эти дома построены надлежащим образом и пригодны для проживания. По тем... Вы знаете, я сейчас по домам вам не скажу. По домам не скажу. Давайте дополнительно мы вам информацию предоставим. 4/3. Я же говорю, там уже до 6 дробей дошло. И, к сожалению, вот я немножко тут могу быть неточной. Давайте я вам поясню. По Можайского 6,7 корпусы. Значит, если с 1 по 5 корпус, значит, помещения признаны нежилыми, ну и могут таковыми являться, и владельцам этих нежилых помещений над гаражами пояснено, что они должны заключить договоры с ресурсоснабжающими организациями. Единственный минус, что они не могут там, конечно, прописаться, поскольку это нежилые помещения, и платят они по тарифу как за нежилые помещения. Это немножко выше. Да, такое есть. Значит, проживать, конечно, они там не должны, но тем не менее проживают. И есть заключение экспертизы, которое говорит о том, что проживание в этих корпусах с 1 по 5 невозможно. Окружная администрация вынуждена была сама заказать экспертизу в связи с тем, что экспертизу, которую предоставили представители собственников нежилых помещений, она не соответствовала тем требованиям, которые предъявляются к строительной экспертизе. Если вы подойдете, мы вам покажем потом эту экспертизу, вы поймете, в чем дело.
строительная экспертиза так не проводится, как была проведена в той организации, которая была нанята представителями собственников. Что касается корпусов 6 и 7, они построены практически на газопроводах высокого давления, поэтому, конечно, там они находиться не должны. И у нас есть соответствующие документы от прокуратуры города Якутска о том, что значит, данные объекты представляют угрозу для жизни людей, которые могут в этих объектах находиться, поэтому подлежат к сносу. Компенсации и прочие выплаты окружной администрации не предусмотрены, потому что заключены договора на нежилые помещения. Это нежилые помещения, риск утери собственности и так далее. Все это в соответствии с действующим законодательством несет либо застройщик, либо собственник указанных помещений. К сожалению, так. Стадик на Пионерской. Значит, он в ближайшее время заработает. По плану он должен заработать ко началу второго квартала 2020 года. По-моему, так. Значит, приняли его в эксплуатацию. Были вопросы по котельной. Вы знаете, он стоит около котельной. Так же, как и 6-я школа была построена непосредственно около газопровода магистрального. Вот, находили технические решения, как значит, обезопасить детей, проходили заново классификацию, категоризацию этого объекта, поэтому есть некоторая задержка. Но, в принципе, там все проблемы разрешены, все разрешения Ростехнадзора и прочее получены, садик заработает. По захвату земель. Ну, нужно сказать, что я плохо себе представляю, откуда вы получаете информацию по тем захваченным участкам. Видимо, у вас очень хорошие источники информации. Вот. По всем вашим публикациям мы получаем соответствующие представления и требования прокуратуры. В частности, по участкам на Вилюйском тракте, в частности, по всем вашим публикациям, по-моему, 4 или 5 у нас сейчас представлений прокуратуры. Также в производстве находится несколько уголовных дел, но мы должны с вами понимать, что, как мне поясняют, значит, изменилась статистика экономических преступлений в МВД. Значит, и сейчас земельные дела, если они раньше относились к отделу по борьбе с коррупцией, там еще что-то такое, то теперь земельные дела перешли в разряд экономических преступлений, поэтому предполагается, что рассмотрение таких нарушений в земельной сфере, оно будет происходить быстрее и интенсивнее. Ну и мы, кстати, тоже в первом квартале 2020 года будем менять структуру градостроительного и земельного комплекса нашего, поскольку в результате предварительной оценки, нам действительно потребовалось на этот год, чтобы понять механизмы внутренние, есть, конечно, коррупционно уязвимые места в согласовании и принятии решений. Катерина Никифорова, Тайга-Пост. С наступающим, коллеги, кого не видела, вас, Сардана Владимировна. У меня такой вопрос. Скажите, с чем все-таки связано ваше повышенное внимание КПРФ? Многие эксперты уже, ни один, ни два и ни три, не исключают ваших политических амбиций во время предвыборной кампании в Госдуму, как вариант. Да? Вот. Или же, и не прошло незамеченным то, что вы именно только провели встречу-отчет с региональным отделением КПРФ, с единственной партийной организацией, с другими нет. Не прошло мимо назначения 3 партийных известных функционеров из КПРФ на должности подведомственной мэрии. Или же вы все-таки вступите в Единую Россию и поменяете статус сторонника на партийный билет. Сейчас же новый тренд такой след за Марией Христофоровой, Матвеем Евсеевым. Но кто-то из них отступники, а вы-то уж как никто заслужили. Столько времени возглавляли предвыборные кампании успешно. По поводу КПРФ. Но мои встречи с КПРФ это мое обещание, которое я им дала еще во время своей предвыборной кампании. Это единственная партия, которая захотела со мной встретиться и посмотреть, послушать меня. И тогда я, активу партии дала обещание, что я, избравшись, их не забуду и буду к ним приходить. Больше никто в предвыборный период не захотел со мной общаться, и поэтому это единственное, у кого я получила поддержку и понимание.
значит, как в коммунистическую партию, так и в Единую Россию, либо в какую-либо другую партию я вступать пока не собираюсь, таких планов у меня нет. В Государственную Думу я выдвигаться не буду, таких планов нет, потому что 21 год, это я проработаю головой там чуть меньше 3 лет, и бросать все на середине пути, чтобы там уехать в Москву, там, выступать на Государственной Думе, я считаю, что, не знаю, у меня тут это, с одним билетом в один конец могут из города выслать, поэтому нет, 21 год рано, нет, не буду выдвигаться. Вот. И коммунистов на работу принято. Ну, их и до меня-то было много. Вот, у нас и в управлении образования есть коммунисты, и глава управы пригородна у нас коммунист, ну и мы принимаем на работу не только коммунистов, но и «Справедливой России» мы людей принимаем, в административной комиссии у нас работает. У нас тут многопартийность. Я думаю, что как раз-таки окружная администрация города Якутска четко следует призыву о консолидации, который был объявлен, год, который был объявлен в самом начале, и мы консолидируемся и работаем все вместе и дружно, несмотря на партийную принадлежность, поскольку муниципалитет это все-таки прежде всего решение прикладных задач каких-то очень практических. Сардана Владимировна, здравствуйте. У меня 2 вопроса. На реализацию госстандарта школьного образования республика как бы урезала субвенцию, да? И вот интересует размер, ну, скажем, норматив на одного обучающегося. И второй вопрос, как формируется зарплата директоров школ? И с ними трудовые контракты заключены на определенный срок или есть бессрочники? Вот второй вопрос. Спасибо. Так, ну, значит, полномочия по организации образования, скажем так, в школах и детских садиках, они определены как у республики, так и у муниципалитетов федеральным законом об образовании, и, значит, к ведению города Якутска, в данном случае, ну, как бы муниципалитетов, определено текущее содержание объектов, коммунальные услуги, а также найм и содержание персонала, который занимается обслуживанием объектов образования. То есть это полномочия муниципалитета, это наши расходы. Что касается нормативов, то, значит, принято постановление правительства в 2016 году, в редакции 2017 года, об утверждении нормативов. И там делится в зависимости от количества детей в классе и количества проживающих в муниципальном образовании. Мы идем по первой категории, и получается, что, например, у нас на ученика 10-11 класса норматив содержания в год чуть более 74 тысяч рублей. 74 тысяч рублей, тогда как в арктических улусах доходит и до 150 тысяч рублей. Это первое. Когда мы смотрим норматив, то из этих 74 тысяч рублей порядка 18% должно пойти на оплату административного управленческого персонала. 15,8% оплата административного. Так, 93 и 142 это если обучается на якутском языке, 90 779, если ученик с 10 по 11 класс обучается на русском языке. 77 это я имела в виду учеников КАЦов с 5 по 9 класс. 15,8% на АУ, 75,7% на педагогических работников, 4,6% на обслуживающий персонал и только 3,9%, меньше 4%, на учебные расходы. Если мы говорим об учащихся с 10 по 11 класс, то на одного ребенка положено в год учебных расходов 3500 рублей. На малыша первоклассника, ученика начальной школы, 1822 рубля учебных расходов в год. И это, конечно, цифра не пересматривалась уже несколько лет, нормативы не пересматривались несколько лет. Они не соответствуют вообще никак и ничему, абсолютно совершенно. И нормативная численность детей в классе 25 человек. Ну, вы все здесь родители, вы все знаете, поскольку у нас детишек учатся в классе,
Да, и по 40 есть, и больше чуть есть, в первых классах чуть больше. Это, конечно, штука такая двоякая. Во-первых, когда мы говорим о заработной плате учителей, и о средней заработной плате учителей, и об исполнении майских указов, мы должны понимать, что все это в рамках одного норматива, который давно не повышался. И заработная плата на сегодняшний день, по сути, съедает все внутри этого норматива. Съедает все внутри этого норматива, и, конечно же, крайне недостаточно на учебные расходы чуть меньше 4%. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно, это позволяет мириться центральным, особенно школам, с переполненностью школ, потому что за счет нагрузки зарплата хоть каким-то образом растет. Но в целом обеспеченная школа, она, конечно, оставляет желать лучшего. Ну, и то по этим нормативам, как вы заметили, значит, нам не до конца отправляют, но все-таки повторюсь, я надеюсь, что действительно к концу первого квартала, к началу второго квартала те недостающие средства до нас будут доведены. Вместе с тем количество детей ежегодно растет. В этом году мы перешагнули психологический барьер 46 тысяч человек. Каждый год у нас почти на 2200 детишек в школах больше. И это в основном, когда проанализировали, в основном за счет внутренней миграции. Здесь еще есть одна составляющая, что детишки к нам приезжают, поступают в школу 1 сентября. Финансирование начинает на них город получать с 1 января значит, следующего календарного года. Делается это в связи с тем, что учитывается статистика по состоянию на конец предыдущего календарного года. То есть сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь город Якутск недополучает за обучение этих детишек в школах и города Якутска. Вопросы перед Министерством образования ставятся, перед председателем правительства этот вопрос я также ставила, должны были внести изменения в определенные документы правительства, пока этих изменений нет, но мы будем этого добиваться. Поэтому, конечно, переполненность в школах, она довольно серьезная. Значит, в детские садики муниципальные у нас ходит более 18 тысяч человек, и в частные садики более 3,5 тысячи человек где-то. 3,5 тысячи человек, причем посещающих частные детские садики количество сокращается. Мест не хватает, особенно не хватает ясельных групп. Особенно не хватает в новых микрорайонах. Например, в микрорайоне Прометей, значит, в следующем году мы должны все-таки одни ясельки выкупить, чтобы там детишки могли около дома ходить. И серьезная нехватка, мама очень жалуется, это микрорайон Марха. Микрорайон Марха на сегодняшний день это более 10% вообще всех жителей города Якутска. И вы видите, в каких условиях они живут. Поэтому, если в качестве отступления говорить, беспрецедентно большое количество денег было направлено именно на ремонт дорог, именно в Мархе в этом году, для начала. Что касается заработной платы директоров, рассматриваем, оно укладывается в норматив существующий. Единственное, что сами директора после вот всех этих многочисленных публикаций вышли на меня с инициативой убрать так называемую муниципальную премию. Сейчас мы разбираемся с этой составляющей муниципальной премии, что имеется в виду, какие нормативные документы есть. Когда мы это все проанализируем по итогам года, я готова буду дополнительно пояснить. После новогодних праздников. Зачем там у этих директоров по 10 замов? По контрактам, да? По контрактам. Значит, ну, насколько мне известно, бессрочный контракт только у директора школы номер 35, которая в свое время восстановилась на работе по решению суда. У всех остальных контракты срочные. Но вопрос очень интересный, я этим вопросом себе не задавалась. Вот я запрошу информацию. Зачем там у этих директоров, да? Большое количество директоров. Там 10-15, там чуть ли не 15 замов, там, наверное, чуть ли не зам по массажу, там, не знаю, еще какая-то несет. У них тоже такие всех зарплаты. Но это же как-то можно, чтобы было 2 зама и объединяли на себе какие-то текущие. Значит, ну, во-первых, это исходит из модельного штатного расписания, модельное штатное расписание, которое в
в декабре прошлого года было принято на уровне Министерства образования. Документ очень какой-то тайный, вот. Но тем не менее все его знают и знают пропорции, что должно быть 30 к 70. 30 управленческого персонала, 70 остального. И вроде как в это количество они укладываются. Вот. Но тем не менее, после моих слов мы там кое-что привели в соответствие, 51 единица завучей школа сокращена. Прошло это довольно безболезненно в связи с тем, что было очень много совместителей, поэтому совместители немножко почистили, штатные единицы лишние убрали. Ну, значит, будем еще раз смотреть. И Владимир Викторович Солодов попросил нас, чтобы мы в городе Якутске на одной из школ посмотрели, как можно изменить финансирование, перейти от нормативно-душевого, например, по классокомплектам. Надо посмотреть, поскольку это может быть, наоборот, нам невыгодно, поскольку количество классов у нас не изменится, а маленькие школы, когда значит, школа будет сидеть там, в классах по 10 человек, то у них классокомплект увеличится, и опять город Якутск, скажем так, в самой невыгодной ситуации. Поэтому мы сейчас пока считаем, ну и вы знаете, что принято решение о создании территориальных образовательных комплексов, когда, например, у 2 рядом стоящих детских садов будет один заведующий детский сада, значит, один там, заместитель там, по образовательной деятельности, по АКЧ, собственно говоря, на 2 здания. Вот, значит, Министерством образования предложено на первом этапе территориально-образовательный комплекс создать на 203-м микрорайоне, поскольку 2 детских садика и школа стоят практически практически там рядом на одной территории. Но здесь, конечно, очень сопротивляется школа АИКГТА, поскольку они имеют все-таки свою особую программу обучения на родном языке, и это правильно. 2 школы у нас перешли под крыло Академии наук. Академия наук – это политехническая школа Ларионова и Якутский городской лицей. Городской лицей же, правильно? Да, городской лицей. Перешли, и, конечно, мы их с радостью отдали, потому что, во-первых, мы надеялись, что они получат более хорошую программу, хорошее содержание и так далее. Но недавно Министерство образования с нас начало просить 23 миллиона рублей на их содержание, и тут, конечно, мы поняли, что на самом деле они не готовы. И хотелось бы, конечно, чтобы АИКГТА, я высказывала уже такое предложение, перешло под, например, Институт гуманитарных языков, Институт языка и литературы, для того, чтобы развернуть в полной мере эту программу, но пока этот вопрос не рассматривается. То есть созданием территориальных образовательных комплексов, в первую очередь, на территориях пригородов в том числе. Тогда мы сократим административный аппарат. Можно как раз прогрессии третий вопрос задать? Да, здравствуйте. Коллеги, добрый день. Садана Владимировна, добрый день. Да, здравствуйте, с наступающим Новым годом. Простите за мою наглость, что я пришла без приглашений. Я хотела бы задать вопрос по ЛЖ-кафе, как вы собираетесь с ними работать, и по поводу того, что по указу главы по СМЮСам, да, какая работа будет проводиться у нас в городе, и, пользуясь моментом, хотела бы заручиться вашей поддержкой именно для проведения общественных рейдов, для поимки как раз таки торговцев, которые продают на свай. Вот, спасибо большое. Спасибо. Значит, по ЛЖ-кафе, действительно, мы всем городом бьемся с этой проблемой и бьемся не первый год. Проблема заключается в несовершенстве законодательства и, прежде всего, федерального законодательства. Я внесла предложение нашим депутатам Государственной Думы, и в частности Федору Семеновичу, о том, что можно было бы регулировать за счет площади обслуживания. Что если площадь обслуживания будет от 150 квадратов и выше, то, соответственно, эти маленькие наливайки и всякие эти штуки, они по факту уже будут вне закона. Это первое. Потому что сокращать расстояние до жилых домов, либо расстояние для школ, но город же у нас очень небольшой, и на самом деле это как бы 2 улицы, одна поперек, условно говоря, да, и поэтому могут попасть вполне себе благопристойные заведения под это дело. Вот, например, если мы посмотрим 26-ю школу и ресторан Хачапури.
они вполне себе сосуществуют и друг другу не мешают, но если мы увеличим расстояние там 300 метров больше, то вот такие вот заведения могут очень серьезно пострадать. Очень много кафешек, каких-то кондитерских и так далее в жилых домах, которые тоже являются точками общественного питания, поэтому здесь все-таки регулирование нужно на федеральном уровне. Но пока вот такими вот методами мы вот, и спасибо всем общественникам и вам, что вы обращаете на это внимание, все-таки они становятся аккуратнее. Значит, департамент предпринимательства постоянно проводит рейды совместно и с налоговой, и с Роспотребнадзором, и по санитарным требованиям и так далее. Пытаемся мы их как-то призывать к порядку, ну, как-то пока одни закрываются, одни открываются, и вот это вот движение, перетекание одного в другое мы пока остановить не в состоянии, к сожалению. Вот, значит, безусловно, и я разговаривала с так называемыми алкобаронами, разговаривала с руководством столичной полиции и с защитниками трезвого образа жизни. Многие подтверждают, что продление работы, вот не из 10 утра там, до 10 вечера, как предлагалось, а смещение, например, с 4 вечера до 10, продажа в легальных алкомаркетах, она могла бы снизить вот именно выручку лже-кафе, которые отовариваются в этих же магазинах. Но здесь, конечно, нужно очень серьезное общественное обсуждение, потому что не все к этому готовы, общество разделилось надвое, у нас есть зоозащитники и те, кто против, у нас есть прививочники, антипрививочники, у нас есть, значит, те, кто за и те, кто против. Я, конечно, считаю, что некое продление работы легальных магазинов могло бы все-таки лже-кафе немножко приостановить. Ну и площадь. По снюсу, да, безусловно, вещь такая, равно как и на свай. Но, опять же, разговариваю с нашими правоохранительными органами, разговариваю с Роспотребнадзором. Если там будет в описании у снюсов, что содержит табачные там, какие-то там составляющие, то это одно. Если там ничего не написано, то надо, видимо, нам сейчас все-таки опробировать вот эту вот тему, хорошо, что вы это подняли, по лабораторному исследованию. Давайте купим и сдадим на лабораторное исследование, посмотрим. Но они же все разные. Они все разные, равно-таки на свай. Вот я обращалась и в полицию, и в Роспотребнадзор, говорю, на улице труда, вот овощами, которые торгуют, они постоянно что-то жуют. Они говорят, на свай официально не признан там каким-то наркотическим веществом, и поэтому вот оно как бы вот таким вот образом реализуется и так далее. Несовершенство законодательства. И с этим сталкиваемся не только мы в нашем городе. Сардана Владимировна, здравствуйте. Майя Якимова, ну, поскольку я вопросы, конечно же, задам, но хотелось бы сначала начать с позитивного. Поздравляю вас с наступающими праздниками новогодними. И ваша комсомольская подруга Марта Михайловна Новикова передавала огромный привет. И хотелось бы вручить вам вот календарь такой новый. Я работаю в медиагруппе «Секимище». Ага, спасибо большое. Ой, как красиво. Поздравляю вас. Успехов и новых побед. Спасибо, благодарю вас. И, конечно, вопросы. Значит, первый вопрос по поводу реальной перспективы. Вы не могли бы свое отношение выразить по поводу реальной перспективы, когда народ сокращенный, оптимизированный с улусов хлынет в Якутск? И по поводу второй вопрос. Значит, опуская тему межнациональных отношений, все-таки хотелось бы обратить внимание на якутскоязычных, ну, саха-школ. Вот. А в аэропорту есть школа, раньше она называлась Саха-канадская школа, сейчас не знаю, но они содержатся в ужасных условиях. И ваше личное отношение вот к работе таких образовательных учреждений? Значит, я думаю, что в город Якутск переедут не только сокращенные. В город Якутск переедут и те, кто сейчас по программе переселения из ветхого и аварийного жилья получат денежную компенсацию. И на эти деньги они, конечно же, постараются купить жилье в городе Якутске. И этих людей понять можно. У многих из нас родители также в свое время переехали в город Якутск, например, у меня, да?
Вот, и поэтому в поисках лучшего образования для детей, в поисках лучшей инфраструктуры и так далее, конечно, люди потянутся в город Якутск, это очевидно. У нас уже больше 335 тысяч официально зарегистрированных. Я не представляю себе, сколько нас с вами вообще в реальности. Думаю, что гораздо больше, конечно. Не знаю, мне кажется, мы к 300 уже приближаемся, судя по тем объемам мусора, которые образовываются в городе Якутске. Поэтому да, переедут. Объемы сказать не могу, сколько это будет. Можно только догадываться. По родному языку, конечно, на сегодняшний день около 12 тысяч детей, 11 там, 800 там, примерно, да, обучается в классах с родным языком обучения. И это только 25% всех обучающихся. Но хотя только 25%, вы вспомните цифры прошлых лет, и, конечно, есть увеличение. У нас есть 5 садиков, чисто тоже с якутским языком обучения, воспитания, да? Но, конечно, этого недостаточно. Конечно, этого недостаточно. Программа есть, она несколько, скажем так, сбавила темпы в связи с резким количеством детишек как в школах, так и в детских садах. Здесь нужно объяснять родителям их право указывать в заявлении, какой язык обучения для ребенка они хотели бы. Поскольку я очень часто сталкиваюсь, когда люди жалуются и говорят о том, что мы хотели, чтобы у нас ребенок учился на родном языке саха, а нам сказали, что нет, это не пишите, потом выберите, вот так вот людей вводят в заблуждение. И в результате мы на сегодняшний день не видим реальную цифру, сколько детишек хочет обучиться, сколько родителей хотят, чтобы ребенок учился на родном языке. Да, они боятся, что их вовсе не примут в школу, поэтому соглашаются, не пишут, не выбирают язык обучения, в результате статистика искаженная. Но 25% детей на сегодняшний день реально обучаются на родном языке. Не только содержание саха-канадской школы, ее заканчивала моя дочь, я прекрасно знаю, она уже тогда была в очень плачевном состоянии, сейчас не лучше. Вообще содержание городских школ, нам на это не хватает денег. У нас, к стыду, есть школы, построенные и в военное время, которые находятся в аварийном состоянии. Это первая школа, например. 15 школ у нас рушится фундамент. Есть школы, которые, в принципе, трещат по швам вообще. Школа Хершенгольца бедные. После того, как я сказала, может быть, вас снести, они сидят молча, говорят, мы в порядке, но я знаю, что они в аварийном состоянии, документы определенные есть. Это как бы не сколько смешно, сколько это смех сквозь слезы. Поэтому на содержание школ нам категорически не хватает. Поэтому мы пытаемся любые какие-то копейки где-то собрать, и когда мы разберемся с УСН, деньги, которые оттуда выйдут, мы должны будем направить на капитальный и текущий ремонт наших образовательных учреждений. Детские садики у нас с обвалившимися крылечками. 21 век. Вы упомянули оператора, да? В прошлом году было много разговоров о том, что нельзя трогать компанию «Якутская кассета», потому что у них, как называется соглашение? Концессионное соглашение, по которому они должны построить полигон. И если полигона не будет в конце 2018 года, то прилетает автоматически штраф от Природоохранной прокуратуры в размере, по-моему, до 3 миллиардов рублей. Вот что с этим штрафом? Полигона нет? Соглашение фактически сложно. Я очень признательна доблестным работникам правового департамента, которые еще отсрочили исполнение этого решения этого суда. Поэтому пока гильотина поднялась обратно вверх, но она неизбежно спустится. А до какого года? До конца следующего года, по-моему, они отсрочили, ну дальше будем тоже какие-то бумаги приводить. Новый полигон, земельный участок мы передали в республику. Сейчас идет речь о передаче старого полигона также в республику. Есть некоторые размышления по этому поводу. Конечно, мы передали и старый полигон тоже в республику, но дело в том, что нам некуда будет возить МБО. Ну, МБО, ЖБО, ТКО, вы знаете, это наши интеллектуальные танцы с этими аббревиатурами. Вот. Но и здесь Природоохранная прокуратура поддержала позицию города Якутска в части того, что региональный оператор обязан вывозить твердые коммунальные отходы с неблагоустроенного жилого фонда. Потому что, вы помните, они хотели от них отказаться. Их обяжут. Но мы, в свою очередь, должны быстренько выставлять там контейнеры для раздельного сбора. Жидкое отдельно, твердое отдельно. И
соответственно, работать с жильцами неблагоустроенного жилого фонда, разъяснять, куда выливать жидкие, куда выбрасывать твердые коммунальные отходы, для того, чтобы урегулировать эту ситуацию. Многие жители специально выливают мусор, жидкий мусор именно в баки для твердых, для того, чтобы обратить на себя внимание и тем самым создать какую-то вот такую вот ситуацию. Ну, насчет нарочно выливают, чтобы обратить на себя внимание, ну, не исключу единичные случаи, такие могут быть, конечно, но в целом, какая была история, значит, когда мы вот вообще начали работать, разговаривали, и мы пришли к выводу, что я говорю, давай хотя бы для начала 17-й квартал сделаем канализацию в квартирах. Сделаем канализацию в квартирах, выведем в единый септик. И встретили яростное сопротивление жильцов. Они, бедные, думали, что если мы им сделаем канализацию, поставим там эти унитазы, то мы вообще о них забудем и никогда не будем их сносить. И мы не смогли их убедить, поэтому начали закапывать септики. 17-й квартал ситуация немного улучшилась, но, конечно, не радикально. Вот. Ну, работать над населением. Видите, мы с вами, пока весь остальной мир и даже отдельные регионы Российской Федерации уже реально занимаются раздельным сбором мусора, то есть пластик, картон, там, стекло, мы с вами пытаемся жидкие отделить от твердых коммунальных отходов, и это, конечно, печально. Это уже разделение. Ну, это наше такое первобытное разделение мусора, к которому мы должны приступить. Но на самом деле сознательность людей растет, у людей готовность есть, понимание есть. И поэтому, конечно, я думаю, что нам просто, ну, в данном случае, как учители и ученики, надо продолжать повторять одно и то же, для того, чтобы люди поняли, поддержали и тоже пошли навстречу. Они живут в очень тяжелых условиях, это настроение я понимаю. Юлия Бочкарева, это Артас. У меня вот 4 вопроса. Первый вопрос. Сколько горожан планируется переселить из аварийного жилья в 2020 году? Вы отметили, что ожидается 210 миллионов из республиканского бюджета. Вот помимо этих средств. Нет, 210 это наши собственные муниципальные. Да, программа, вся программа переселения в очень доступном виде выложена на сайте дирекции по строительству. Да? На этом сайте есть, и вы там найдете все вплоть до 23-25 года, все у них там разложено. В этом году мы по первому этапу переселили 244 квартиры. 244 квартиры переселили вот по федеральной программе. А на следующий год 210 миллионов, которые заложены, это только наши городские деньги. Тогда можно уточнить цену? Тогда вы сказали примерно 3-4 дома, то есть примерно знаете количество переселяемых жильцов и квадратные метры? Ну, смотрите, двухэтажный деревянный дом, 17-й квартал, сколько там квартир? 16 же обычно, да? 16 квартир. Ну, вот 16 умножим на 3-4, получим порядка сколько? Ну да, 60-70 квартир. Семей имеется в виду, да? И по программе ветхого аварийного там тоже немножко есть, совсем немножко по 17-му году. Сейчас цифры, вот я, есть у нас такие цифры, если нет, я боюсь что-нибудь напутать, давайте я вам дополнительно скажу. Ну, это общая известная информация на сайте Республиканской дирекции по строительству, прям там все висит в деньгах, в этапах, с адресами, с годами, все это там есть. А вот по поводу закона об ответственном отношении с животными, помимо приюта для животных, насколько Якутск, как вы считаете, готов к этому закону, потому что помимо данной статьи вступают всего другие еще, например, порядок выгула собак. Да. По выгулу собак мы должны организовать места для выгула собак. В ближайшее время мы это решение примем, где хозяева должны выгуливать собак. На сегодняшний день организовано только 2 площадки. Одна на 202-м микрорайоне, другая вот, чуть дальше Полтавского кольца. Все остальное мы должны организовать. Вы сейчас не можете сказать, так, где планируется в будущем году работа? Список мне внесен, но я вот сейчас по адресу не скажу. Что вас так насмешило? Сусанна при слове 10-3 сразу делает стойку. Мгновенно сразу. Не, ну хорошо же, чем больше будет таких активных жителей в каждом микрорайоне, тем все остальные могут быть спокойнее. Это же как пограничники.
И вот еще два последних вопроса. Первый вопрос – это мост через реку Лена. Ведется ли работа сейчас с земельной документацией, где будет предусматривается строительство моста в селе Старая Табага? И последний вопрос по ситуации по Горе. То есть вчера в управлении образования были неподтвержденные данные, что около 1000 детей были не привиты от кори. Около 1000 детей не могут подтвердить наличие прививки от кори. Я бы так сказала. Не могут подтвердить. То есть у них нет сертификатов и нет сведений о получении этих прививок. Да? Но вы понимаете, что согласно национального календаря, значит, ребеночек от кори прививается в 1 год и потом в 6 лет перед школой. Да? Если его в 6 лет, например, привили в садике, родители переехали там и так далее, то родители уже не знают, привили или не привили ребенка. Но, как правило, все организованные детки, которые посещали дошкольные образовательные учреждения, они, как правило, привиты. Так? Поэтому тут панику разводить не надо, что 1000 детей не привиты, 1000 детей не могут подтвердить. Но есть у нас такие мамочки. Они приходят иногда в конце августа, говорят: запишите моего ребенка в школу. Ты где была, мамочка? Ты откуда пришла, мамочка? В садик, вот они хотят записаться, тоже, есть такие мамы. Вот, поэтому так. Вот мне дают информацию, это сегодняшнего, 24 сегодня у нас с вами корь 44 пациента, из них 13 детей. На стационарном лечении находится 12 больных, из них 5 детей. Так, не вакцинировано против кори 761 ребенок, из них школьников 131, значит, детское дошкольное учреждение 89, и наибольший массив непривитых детишек нам дают детки от 0 до 2 лет, которые сидят дома, неорганизованные детки. Вот они дают самый большой массив. 521. Школьников 131, а детский дошкольный 89. Допускаю, что это по различным методам и так далее. А вот эти 769 это не привитые или опять же не имеющие подтверждений? Но 761 получается не привитые. Но обратите внимание, 521 ребенок в возрасте от 0 до 2 лет. Да, из них. То есть это те детишки, которые дома сидят с бабушками и считают, что все хорошо, они ничему не подвержены, опасности нет. Вот обязательно нужно прививаться. И, конечно, тут есть полемика в обществе, что прививки это там сговор фармацевтических компаний и так далее. Вот в зале сколько родителей, которые не привили своих детей? Родители? Все привили? Без этого школу не берут. Да, без этого не берут. Да, вы можете сдать кровь. Я знаю, что принимают СВФУ в мединституте СВФУ. Можете сдать кровь, и там посмотрят, есть у вас антитела или нет. Если антитела есть, то значит прививка работает, вы защищены. Если антител нет, то надо повторно прививку делать. А мы не будем просматривать ограничения проведения новогодних мероприятий? Уже. Во Дворце детства мы все елки отменили, кроме елки главы города, которая будет сегодня, и елки для малоимущих, которые будут 30-го. Все остальные городские елки мы отменили. В школах елки будут проводиться, но, значит, в соответствии с приказом управления образования родители туда пускать не будут. Родители останутся за пределами елки, потому что на самом деле, вы знаете, все распространение пошло от взрослых, от непривитых взрослых. Поэтому родители на елки пускать не будут. Детишек доводите, уходите обратно, гуляйте, потом забирайте своих детишек. Ну, цирковые представления, театры, все это не были. Сейчас же, да, кинотеатры тоже, массовые там. По этому поводу предписания от Роспотребнадзора я не получала. Я действую в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора. Хотя ваш вопрос совершенно резонный. Я заберу ребенка и пойду с ним в торговый центр. Или я заберу ребенка, пойду с ним там в кино, в театр, там куда-нибудь пойду, а там все те же персонажи. И поэтому смысл в этом есть. Руководители крупных торговых центров приглашали, значит, разговаривали с ними о необходимости прививки продавцов. Также я дала определенные рекомендации, значит, водителям маршрутных автобусов для того, чтобы они проверили водителей. Но вы понимаете, что это дело добровольное.
И обязательной вакцинации подлежат только определенные категории работников. Это те, кто работает в дошкольных и школьных учреждениях. Первоисточник известен вообще? Кто, откуда появился? Кто завез? Ну, как мне сказали, привезли. Ну, не всем так говорят, откуда, кто привез. Да, но кто откуда привез, они не говорят, чтобы мы с вами опять, наверное, триумф не собирали, там, еще что-нибудь делали. Мы же народ такой. Можно вопрос, да? Нифонтов Владимир, сайт «Актив». Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, год назад вы сказали, что будет в городе межлотная инспекция. Да. Чем можно ознакомиться с результатами ее работы? Первый вопрос. Второй вопрос. У нас в городе сложилась такая практика, что юристы мэрии идут в суд, взыскивают земельный налог, передают приставам, а пристава закрывают дело, потому что не могут найти владельца. А владельцы очень известные люди. Вы не могли бы как-нибудь наладить работу с приставами, чтобы помочь им найти владельца и получить все-таки налог, не высудить, а получить в казну? И третий вопрос. По предприятиям. Зачем нам контрольный пакет акций в город Якутску с июля? Зачем нам акции водоканала? Зачем нам Маргары? Может, все-таки продать эти предприятия, а деньги пустить на более насущные умы? Спасибо. Коллеги, сидим 1,5 часа, я предлагаю ограничиться этим вопросом. Я еще сейчас вот на вопрос отвечу. Так, упустила там что-то. Межлотный надзор. Межлотный надзор у нас сегодня есть в лице одного человека. Это та самая единица, которую мне удалось найти, значит, инспектора межлотного надзора. Поэтому инспекция у нас пока вот в единственном лице. Значит, особенной какой-то работы, с которой вы можете ознакомиться, полагаю, что она еще не провела, но давайте запросим отчет за 2019 год, и я вам его предоставлю. Но я не думаю, что там будут какие-то впечатляющие результаты. Вместе с тем вы знаете, что мы по тем публикациям, которые были на вашем сайте, и мы с вами встречались, разговаривали по вопросам межлотного надзора, мы провели заседание специального научно-технического совета, и потом неоднократно еще встречались с Институтом межлотоведения, они должны были мне предоставить письмо, чтобы я собрала данные с разрозненных институтов по городу Якутску, где остались данные мониторинга прошлых лет. Вот эту работу мы должны провести, и, кроме всего прочего, я вас еще приглашаю принять участие, отдельно еще и программу направим по научно-практической конференции, которая пройдет в марте-апреле 2020 года вот по этому делу. Потому что, кроме всего прочего, у нас же с вами есть еще и закон республики, как он называется-то? О вечной мерзлоте, так и называется он, в котором и застройщики обязаны определенные работы проводить, и все предприятия должны, но закон на сегодняшний день не работающий. Поэтому вот это тоже надо будет нам. Мы уже можем разработать какие-то свои положения внутренние, по которым может работать. Да. Они же раньше были, очень часто нет. Были. Поэтому все приведем в соответствие, сделаем обязательно. По управляющим компаниям тоже указания даны, чтобы они вот эти свои, каждый раз забываю, как они называются, эти трубки, в которые они опускают эти гирлянды, чтобы они их восстанавливали. На конец года информацию запросим, тоже готовы будем предоставить, у кого сколько этих трубок сохранилось и что там происходит. Что касается контрольного пакета акций, вот мы буквально вчера с Максимом Макаровичем Трофимовым разговаривали, про ФКК Якутия я бы продолжила, и про кинотеатр Центральный, и про кинотеатр Лена, и про прочие, поэтому мы сейчас будем обновлять план приватизации, значит, посмотрим, кому все это хозяйство может пригодиться, сколько это может стоить, потому что тащить это все на себе тоже как бы надо посмотреть. Точно прибыльные, просто эта прибыль не поступает в город. К нам не поступает налог, поэтому надо посмотреть. И, ну, что касается Балараха и Савери, и не только их, а и ФКК Якутия, есть мысль по организации детского питания, школьного питания. Очень много нареканий у родителей по школьному питанию. Оно у нас дорогое, суммы тратятся очень серьезные, при этом качества нет, и необходимое количество килокалорий ребенок недополучает. С одной стороны, значит, по просьбам предпринимателей мы децентрализовали закупки, значит, продуктов питания для организации школьного питания.
Это привело, в принципе, к определенному снижению цен, потому что стали участвовать субъекты малого и среднего бизнеса. Вот. С другой стороны, увеличилось количество завозной продукции, что, в принципе, мы не поддерживаем, мы бы хотели, чтобы детишек наших кормили местно. Поэтому здесь вопрос. Но что касается закупок, кстати, я бы хотела сказать, что буквально на днях город Якутск получил, значит, свидетельство, что по результатам проведенного национального рейтинга мы получили статус «Высокая прозрачность», и с 17 места в прошлом году, в этом году поднялись до 7 места в национальном рейтинге. Я вас обманула, это я сказала в своей мечте. С 27 места мы, по-моему, поднялись до 17-го. Мои слова да Богу в уши, как говорится. Да, в прошлом году мы были на 27 месте, в этом году мы на 17 месте. И я вам высказала свое тайное желание, что в следующем году мы хотим подняться выше 10-го, когда будет уже рейтинг «Гарантированная прозрачность». Но я думаю, на 10 пунктов в этом году для города Якутска это очень хорошо относительно прозрачности закупок. Будем двигаться дальше. Кто проводит, извините, этот рейтинг? Есть специальный сайт, национальный рейтинг, получают его ежегодно, только они и проводят по закупкам. Это, видимо, там все министерства, ведомства, все субъекты есть. Республика у нас тоже очень хорошо поднялась в этом году, тоже получили свидетельство. Вот. В принципе, никто не подвергает сомнению результаты. Но вот кто его проводит? Национальное агентство какое-то. Ну ладно, понятно, хорошо. Да, ну вы погуглите, найдете. Вот, поэтому по оговорка по Фрейду, да, 7 место я вам как будто уже пообещала. Вот, значит, и на какой-то ваш вопрос я не ответила. Ленский мост. Налоги еще нет. Ленский мост. Ленский мост, но поскольку Ленский мост пойдет по низу Табаги, то никаких действий сегодня от города Якутска не требуется. Не требуется. Но другой разговор, что для защиты проекта все территории и Табаги, и Хатасов заодно были признаны подверженными наводнению. И теперь там опять ничего нельзя строить. Вот. Мы должны сейчас с Министерством строительства переговорить, когда этот статус будет снят затапливаемых территорий. Но это было сделано для того, чтобы пустить насыпь вот эту вот по низу и заодно сделать защитные сооружения для Табаги, потому что там действительно эта проблема есть. По налогам не ответила, извините. Значит, мы встречались действительно со службой судебных приставов, имеем друг к другу серьезные претензии, и относительно в том числе и того, что не выезжая на место, они принимают решение о невозможности взыскания и принимают решение и закрывают дела в связи с невозможностью поиска, точнее установления местонахождения должника. И это сплошь и рядом, вы совершенно в этом правы. Значит, статистика определенная есть, можете получить, посмотреть, будем продолжать работу, потому что кроме того, что выпрашивать, вымаливать, выколачивать, выбивать деньги из республиканского бюджета, мы должны работать как с налоговой базой, так и с неналоговыми поступлениями. Поэтому вот эти 3 составляющих, ну и плюс, конечно, участие в нацпроектах, в которых мы планируем увеличить, если у нас в этом году 2 миллиарда 300 участия, то в следующем году мы должны увеличить до суммы свыше 3 миллиардов рублей участия в национальных проектах. Соглашение есть, мы с ними встречаемся, у нас есть комиссия по взысканию задолженности и так далее. То есть она работа ведется, но на данном этапе пока не очень эффективна. Очень коротко. Ленина 27, сколько будет еще в центре города стоять, или Бельмова? Ленина 27 это что? Ну, снесенное здание, разрушенное. Но у земельного участка есть собственник, вопрос не совсем ко мне, а в их планах я пока не в курсе. Всем здравствуйте, всех с наступающим. Я бы выделила нашу сегодняшнюю пресс-конференцию как довольно необычную. Вместо 1000 слов были продемонстрированы слайды. В общем-то, в наших реалиях такое бывает редко. И отметила бы достойную работу наших коллег медиаблока мэрии города Якутска, вообще идеологического блока. Это одна из самых сильных команд на ней действующих, может быть, даже самая сильная. В общем, вплоть до американских СМИ. Иногда они работали в очень стрессовых ситуациях, но достойно, молодцы.
А вопрос такой бы я задала, да, вот сегодня много говорилось о, стратегии, насколько я поняла, вот переложить все, что можно переложить, если на это нет полномочий, там, у газовиков не брать, фонду капремонта отдать, республиканским властям отдать и так далее, да. А если верить заявлениям депутата Черныха, что собираемость аренды, например, всего 60%, какие у вас, почему такая маленькая и какие меры вы для этого принимаете, чтобы поднять, да? И вопрос, как мэр города Якутска в течение 2019 года, что вам было особенно морально тяжело, решение, которое тяжело далось, и от какого события вы испытали особенную гордость, может быть, эйфорию? Ответ может быть не обязательно дороги, как Алена спрашивала. Был уже вопрос. Нет, это разные вещи. События, основное событие в городе Якутске и как мэр. Да. Значит, по собираемости аренды, на самом деле собираемость аренды 60% это связано, не знаю откуда 60%, у меня немножко другие данные. Про налоги говорят? Нет, про аренду. Общее говорят. Налоги, да, мы встречались с налоговой службой, нашей любимой Марии номер 5, да? Вот, действительно, я спрашивала о том, почему у нас база налогообложения, на мой взгляд, не полная. Это связано с инвентаризацией в том числе. Инвентаризация давно не производилась, поэтому мной дано распоряжение о проведении инвентаризации, в том числе целевого назначения. Буду отвечать очень коротко, потому что, как говорят, я скоро встану между человеком и обедом, да? Вот, значит, эта тема есть, налоговая, мы будем продолжать работать. В этом году нам удалось немножко их планы поднять. Чем выше поднимаешь планы, тем выше собираемость. Что касается аренды. Значит, в прошлом году было заявлено агентством земельных отношений, департаментом имущественных отношений, правовым департаментом о том, что у нас есть несобранная задолженность в виде 1 миллиарда рублей. Когда начали инвентаризировать и смотреть этот миллиард задолженности, большая часть из них оказалась просроченной задолженностью, невозможной к взысканию. И вот из-за этого миллиарда, который был нашими специалистами заявлен, а фактически собрано там гораздо меньше, идет информация о том, что недособрано. На самом деле это невозможно к взысканию. Но тем не менее, надо сказать, что, во-первых, и Управление муниципального контроля, и административная комиссия в 3 раза увеличили количество проверок. Инвентаризацию мы в этом году проведем, и поэтому, безусловно, собираемость арендных платежей мы должны повышать. Это наши неналоговые доходы. Неналоговые доходы. И нужно отметить, что мы впервые проводим работу, и до 31 декабря мы должны ее закончить, по внесению всех кадастровых кварталов в данные Росреестры. Это тоже важно, чтобы все наши данные совпадали. Кадастровой карты города полной до сих пор не было, и мы ее должны завершить. Срок я дала, в принципе, до 1 декабря, понимаю, что до 15 они там будут еще устранять. Но этот процесс непрерывный, как ремонт в доме. Да? Закончил одно, начинаешь другое. Один кадастровый квартал внесли, другой внесли, все 60 внесли. Первый уже внесли изменения Якутской городской думы, начинаешь сносить него. То есть мы будем постоянно этим заниматься. Что касается переложить, отдать, разрешите здесь все-таки свою точку зрения и свою позицию более внятно, наверное, изложить. Есть очень хорошая поговорка «дружба дружбой, а табачок врозь». Да? Поэтому у кого какие полномочия, тот их должен выполнять в полной мере, либо же, если он передал их другому, он их должен финансировать в полной мере. 131 федеральный закон. И поэтому, может быть, со стороны это выглядит, как будто я там отказываюсь, перекладываю, там, не хочу, там, не нравится. На самом деле нет. Логика очень простая. Если нет стопроцентного финансирования переданных полномочий, соответственно, муниципалитет их за свой счет делать не должен. У нас есть очень много других. Мы это поняли. А вот фонд капремонта, у их отношения, это обоюдное решение или это позиция города? Относительно. Межэтажное перекрытие и другие события, которые вы... Эта позиция основана на действующем законодательстве и подзаконных актах, и наша позиция поддержана прокуратурой республики. А капремонт фонд?
Согласна? Но если такая позиция прокуратуры республики, они имеют ее право оспорить в положенном порядке, либо обратиться в суд. Но я считаю, что в данном случае фонд капитального ремонта должен это принять как данность, потому что мы просто правы. И мы были правы, когда говорили о том, что не обязан муниципалитет вносить 10% софинансирования на капремонт. Это право муниципалитета, но не обязанность. Об этом мы тоже спорили. И вообще в любом споре мы стараемся исходить, знаете, как это вот матчасть, да? То есть мы сначала смотрим нормативные документы, которые есть, потом смотрим на соответствие их исполнению. Вот. Что касается 2019 года, что было особенно морально тяжело, ну я думаю, что эта трагедия прошла у всех на глазах. Это лишение одного за другим моих заместителей, левой руки, потом правой руки, потом правой ноги. Вот. Это все, конечно, действительно болезненно. С этими людьми я пришла к победе, я этим людям многим обязана в моральном плане. И, конечно, когда сначала одного задержали, и вы знаете, что последние судебные рассмотрения, которые идут между двумя компаниями, застройщиками, которые ведут споры, которые перерос уже в силовое русло, скажем так, да, решение арбитража не в пользу компании, которая заявляла о правонарушениях, то здесь, конечно, есть перспективы относительно, ну, наверное, Карамзина. Относительно Василия Васильевича Гоголева, я скажу, что все-таки я бы хотела повторить, чтобы вы это знали, мою позицию, то, как было организовано дорожное строительство, не без изъянов, не без ошибок, но в целом вот это стратегическое направление, какое приняли, оно оказалось правильным, за что я ему признательна. Я надеюсь, что у него хорошая адвокатская команда, и те претензии, которые на сегодняшний день есть по превышению должностных полномочий, это не те обвинения, с которыми с ним начинали. Поэтому, ну, как говорится, дождемся решения суда. Без решения суда никто виновным признан быть не может. Следующая трагическая история, это, конечно, с Владимиром Юрьевичем Федоровым. Вот. Но если проследить за биографией этого человека, я думаю, что он полон сюрпризов, и он нам еще что-нибудь такое эдакое преподнесет, поэтому надо за ним просто следить. А вы с ним общаетесь сейчас? Ну, безусловно, мы с ним общаемся. Другой разговор, что общение переходит уже не в русло каких-то там обсуждений рабочих вопросов, межличностное общение. И он в обычном общении очень веселый и позитивный человек. Вот, значит, но тем не менее нужно сказать, что люди, которые пришли на смену, и Евгений Николаевич Григорьев вошел в середину строительного сезона и очень достойно его закончил, значит, принял наше приглашение, перешел с системы Якутскэнерго Роман Сергеевич Сорокин, который тоже очень уверенно влился, вошел в русло, вошел в общий диалог и с управляющими компаниями, и со всеми ресурсниками, что тоже очень хорошо. Но Максим Макарович, и как бывший депутат Якутской городской думы, и человек, работавший в системе муниципалитета, для него, конечно, не составило сложности войти уже в процессе чуть ли не подготовки к первому чтению и довольно хорошо взаимодействовать сейчас и с депутатами Якутской городской думы. Вообще, конечно, принятие бюджета – это всегда такой довольно скандальный вопрос, когда люди бедны, когда им не хватает денег, когда всем нужно на школы, садики и так далее, то это, конечно, довольно такой процесс согласования местами конфликтный, но в целом все стремятся к одному, чтобы сделать что-то хорошее для родного города. Относительно гордости и эйфории, ну, безусловно, от строительства дорог там или еще чего-то там ни гордости, ни эйфории не испытываешь. Вот сейчас я вам сразу так и не отвечу про гордость и эйфорию, я как-то всегда в процессе, и не бывает моментов какого-то там такого личного триумфа, вот я там на горе, нет. Вот. Ну, наверное, конечно, я очень была рада, когда мы проводили фестиваль «Золотая пора», и я увидела огромное количество женщин в возрасте 60+, танцующих на площади Ленина. Я была очень рада, когда я увидела пары очень почтенных, седовласых людей, возраст которых мне сложно определить, мужчин и женщин, их не назовешь ни стариками, ни старухами, которые танцевали в очень красивых костюмах под дождем в парке бальные танцы. Вот какие-то такие вещи меня трогают. Считайте меня сентиментальной, но вот такие вещи меня радуют по-настоящему.
И хотелось бы, чтобы в городе было как можно больше танцующих людей. И когда каждый месяц я подписываю вот такую стопку открыток поздравлений с 90 и 95-летием, я думаю, что все не так плохо. Продолжительность жизни она растет. И я желаю в заключение нашей с вами встречи вам всего самого доброго, благополучия в семьях. Светлана Владимировна, позвольте. Дорогие коллеги, я хотел бы вам выразить благодарность. Вы все